Очень плохие новости. В последние дни якутских срочников заставляют подписывать контракты. Ну, это не первый такой случай. Плюс к тому, что мы знаем, якутских студентов тоже заставляют подписывать контракты и отправляют на войну. Пришло время. Время пришло. 4 года назад началась эта война, и тогда еще школьники, когда эта война началась, сейчас уже достигли призывного возраста. Частичная мобилизация, которую Путин объявил в сентябре 22 года, она не закончилась. Зато закончились солдаты, которые воюют на этой войне. Огромное количество погибших. Цифры прямые, настоящие цифры никто не говорит. В нашей республике тоже большое количество погибших. Неким Путину воевать. Частичная мобилизация не закончилась, поэтому они стали теперь уже покусились на самое святое, на наших детей, на студентов, на срочников. Тем родителям, чьих детей заставили подписать контракты, им нужно ехать в эти части и всеми правдами и неправдами прямо вырывать детей оттуда, чтобы они не попали на войну. Потому что практически там, я не знаю, там стопроцентная гибель. Стопроцентная гибель, штурма и гибель. Тем родителям я посоветую, да, чьи дети только-только подходят к возрасту призывному, нужно очень задуматься. Ни в коем случае не отпускайте детей на срочную службу. Сделайте все, что угодно, лишь бы ваши дети не отправились на срочную службу. Потому что там как может 19-летний, там 18-летний ребенок еще, по сути, да, противостоять вот этим лбам, которые заставляют его там голодом моря, заставляют его туалеты мыть, угрожают им заведением уголовных дел. Как они могут противостоять вот этим мужикам здоровым? Они не смогут. Они психологически просто не выстоят и будут подписывать контракты. То же самое со студентами. Когда вот их собирают в этих конференц-залах в больших, да, и там ректора или деканы там угрожают отчислением, они тоже против этого не могут выстоять. Когда такое происходит, пусть ваши дети, студенты вам звонят. Приезжайте в университеты, пресекайте такие разговоры. Пресекайте. Потому что дети психологически, морально не готовы. Многие ломаются и подписывают контракты. Вы должны их защищать. Пожалуйста, не просите помощи у Путина. Не просите помощи у Путина, потому что все, что происходит, происходит по прямому приказу Путина. Посмотрите, вот недавний пример с теми же фермерами новосибирскими. Они же тоже просили Путина помочь. Даже хотели переименовать свое село, назвать его в честь Путина. Не помогло. Не помогло. Все то, что происходит в стране, весь бардак, происходит по прямому приказу Путина, либо по его молчаливому согласию. Не просите, не унижайтесь. Не унижайте свое достоинство. Вы должны понимать, что происходит. Откройте глаза. Лучше в нашем случае задуматься вообще, нужно ли нам такое государство. Не легче ли было бы нам, не лучше ли было бы нам быть независимым государством для того, чтобы наши дети, по крайней мере, не гибли на этой войне. Это чужая война. Это война Путина. За интересы Путина. Нам, Республике Саха, вообще нет никакой выгоды воевать в Украине. Нет. Но Путин приказал, поэтому наши дети идут на войну. Подумайте об этом.